Ребят, поймал хариуса. Ух ты, какой огромный. Большой хариус. Вот это да. Не ожидал. Вот после плотины сразу рыба пошла. Он проглотил как. Зачет, ребят. Опа, есть контакт. Крупный. Ой, еле поднял, блин. Тоже крупный. Ничего себе. Вот это да. Мощь. Не знаю. Сорвется? Нет, ребят. Ух. Ребят, поймал первого хариуса. Бля, у меня, оказывается, выключена камера была. Такой хороший подход был. Ну, в общем, первый хариус. Жалко, конечно, что выключена камера. Ё-моё, болтаю один. Рюкзак здесь оставлю. А пока сам чуть выше поднимусь, потом здесь обратно буду идти. Где-то еще рыба. Ну, чуть меньше были. Но этот хороший. Ай, бля. Так, разговариваю, снимаю. А камера-то выключена. Ё-моё. Как так? Такой 2 раза подходил, одним словом, ребят. Ой. Запутаю там. Тут еще мелочь там видел. Ну, там порыбачил. Там подхода не было, а здесь не знаю, кто-то остался, нет еще. А вон, ой, это мелкий. Идет за блесной, совсем маленький. Вон даже вон. Видели? Гнался и попался. Тут место немножко даже похоже на такое яму. Не знаю, вот такая зимует, нет тут рыба. Сейчас пока тишина, бля. Заброшенная тропинка у бобров. Свежих следов нету. Листва очень мешает, зацепляется. Много времени не трачу. Бросков 2, 3 и все. Иду дальше. Пока все по нулям. Здесь вообще без поклевок. Ну, один только маленький вот здесь подходил, там чуть выше. Короче, буду включаться, ребят, минимум. О, есть контакт. Ага, сорвался. Тоже средненький такой. Потому что сжечь гигабайты там. Будет улов, буду включаться. Но этого поранил я. Немножко поранил. В прошлом году здесь еще я рыбу ловил, а в этом году просто воды нету. Перехожу в брод. Ребят, был подход. Так, только-только включил камеру. Сперва пустые там забросы были, но сейчас подошел. И неплохой, между прочим. Убежал. Или меня увидел, или что-то спугнуло его. О, еще один. Вон, вот блин. Ты смотри, как играет. Опа. Вот. Там несколько штук. Да, наверное, придется мне поменять снасть. Иначе играют, не берут. О, опять. Опа. Такие средненькие. Ну, первый, наверное, еще крупнее был. Ну, сейчас
Вон там всплеск. Поклевочка, смотрите. И пошла жара. Опачки. Первый пошел. Вот они. Красавцы. Поклевочка. Опачки. Ох, этот маленький. Его, ребят, отпускаю. И все запуталось. Он идет к воде. Все запуталось у меня. Точно. О, дошел до воды. И ох. Ай, мелочь. Мелочь. Ну, хоть что-то, ребят. Есть надежда, что эта рыба вырастет и в реках еще будет рыба. Крупная пока не клюет. А есть еще ок. Тоже, наверное, не очень. Не скажи. Вон он, ребят. Хороший хариус. Ой-ой-ой. Схватить не может. Хоть посмотреть на тебя. Да нет. Фу-ху-ху-ху. Еще крупнее, ребят. Вот это да. Нормально. Опачки. Все здорово. Из одной ямы до другой. Вот такой. Через такое надо проходить. Поверьте, этот хариус нелегко дается. Приходится сотни метров обходить, чтобы дойти до следующей ямы. Ямы тут не так много. Но все равно для меня это интересно. Трудная рыбалка, но интересная. Потихоньку добираемся. Так, вроде туда надо идти, а приходится обходить очень далеко. Чувствую запах лося. Где-то лось ходит. Я его чувствую, просто чувствую. Да. Не перепутаю ни каким-нибудь другим запахом. Это лось, ребят. Мой нос не обманывает. Где-то он рядом. Видать, ходит. Вроде, ребята, места хорошие. Но вообще поклевок нету. Ни одной рыбы пока не поймал тут. Может, из-за того, что бобры здесь живут. Кругом следы, вон они. Везде сваленные деревья, сучья. Может, они пугают. А может, и вообще нету рыбы. Хорошая яма, хорошая. Ни одного подхода. Ребят, что-то непонятное происходит. Вот этот ручей, которым я чуть ранее говорил, что я еще буду переходить. Здесь этот ручей обычно течет. А сейчас в данный момент этот ручей, вода с реки зашла туда. Как ни крути, где-то, наверное, у них плотина. Всю реку, наверное, закрыли. Тут глубокий ручей должен быть. Чего себе. Не знаю, какой поворот они закрыли. Но раньше, да, конечно, тут очень глубокий ручей тут. Здесь такая яма, я переходил там, через яму придется обойти все это. Где-то ниже, там, наверное, все-таки плотина есть. Вот такие дела. Постарались.
Ни разу плотину такую большую я еще не видел. Нет, туда еще придется идти. Но это просто так вода не зашла. Уровень воды вообще минимальный сейчас на реке. Интересно. Здесь могу не перейти. И там еще чуть выше. Это да. Не стану рисковать, лучше обойду. И так здесь еще глубоко, блин. Вот он, журчащий ручей. Я всегда там возле реки переходил без проблем. Вот так перешагивал еще, ну как сказать, чуть пошире, конечно, и в яму заходил. А здесь смотри. Да. Такой пруд сейчас тут образовалось. Фу. Мне очень хочется увидеть ихнюю плотину, как они построили. Прям хочется. Вон он, сорванец. Малек попался прямо возле берега. Вообще уже не снимаю ничего. Толку снимать. Вообще мелочь. Вот так вот. Фу. Надо перекур организовать. С чаем. Не, включенная камера бесполезна, ничего не поймаешь. Самые козырные места уже прохожу. В прошлом году тут несколько штук хариуса поймал. Не, реально, наверное, ребят, где живет бобр, там рыбы нет. И вот этот пруд такой бобровый до сих пор продолжается. Уровень воды здесь очень большой. И бесполезно, ребят. Бесполезно. Вот тут я проходил в прошлом году прямо. А сейчас мне надо обходить вон там. Там, короче, выворотень очень большой. Да, сейчас и пойду, но она сразу дальше. Тут бесполезно уже проверять. Все рыбы, короче, ушли от шума бобрины, блин. Ой. Ребят, выворотень. Прям двухэтажное здание, как будто тут. Вот это да. Осина свалилась ветром. Мощь. Просто огромный. Вот тут тропинка вообще. А, они сюда выходят. Что-то пробуют. Объели все дерево уже тут. Ну да, тропинка, конечно, тут здоровая. В прошлом году уже вершинку все растащили. Просто все растащили, вершинку. И она уже близко к плотине, я так думаю. У вас здесь уже шум воды я слышу. Наверное, мы пошли, и дошли. Да, ребят. Здесь что-то должно быть там свежее. Как бы грызут свежее дерево. Да, вот плотина, ребят. Вон она, плотина. Порог такой. Вот это да. Там уже совсем мелко. Первый раз вижу плотину. Первый раз. В моей жизни это первая плотина, что я вижу, которые бобры сделали.
Построили бобры. И не смывает, самое главное. Прикинь, это просто небольшие, ну я не знаю, животный зверек, как к кому относится бобр. Там рыба вон там. И сколько труда вложили. Смотрите. Просто скажем, если человек, это сколько времени надо потратить, чтобы вот все это сделать, и течением, там такой напор воды, и течением, чтобы не смывало. Вон как этот, как сказать, полукругом все сделано. Ох, как хитро. Все четко, ребят. Да. На навигатор мне надо отметить, чтобы знать. А там совсем мелкая уже река. Между прочим, здесь такой хороший поворот был для рыбалки. Сейчас кидал бесполезно. Ну, еще раз говорю, это первый раз такую плотину я видел. Я ни разу еще не видел плотину у бобров. Где-то, наверное, пруд у них получилось метров 400 или 500. В общем, такая вот стоящая вода. Много воды. Ребят, поймал хариуса. Ух ты, какой огромный. Большой хариус. Вот это да. Не ожидал. Вот после плотины сразу рыба пошла. Он проглотил как. Зачет, ребят. Запарился, честное слово. Ну вот, очередной перекур небольшой. Чай попью. Сегодня маленький термос. Воды не хватит, но может даже и на костре придется чай отваривать. Рябчики что-то тоже не свистят. А так, в принципе, пока все нормально. Здесь воды не стало. И даже до следующей ямы тут и делать-то нечего. Иду, так пропускаю. Много мест уже пропустил. Очень мелкая река. Поймал только одного хариуса, вам показал. Ниже плотины. Ну и посмотрим, что дальше будет. Ребят, иду, просто иду. Некуда закинуть. Ни одной ямы, ничего нету, не осталось. Вода высохла. Капец. Там выше, конечно, была яма, то есть. Ой, вода. Здесь следы только бобров. Ничего. А уток тоже нету, между прочим. Если так будет продолжаться, я просто закончу рыбалку. Там, конечно, есть еще место. Одна яма хорошая. До туда, как ни крути, пойду. А уже дальше, если не будет рыбы, я рыбалку закончу. Просто закончу.
Пойду лучше поохочусь. Посвящу с рябчиками. На охоту. Охота на рябчиков интереснее. Вот так идешь, идешь, идешь. Вроде река и большая, но там, блядь, совсем мелко. Но некуда закинуть удочку. Да. У реки тоже рябчиков, к сожалению, нет. Для разнообразия хоть бы пострелять. Везде сухо в этом году. Ну вот. Наконец-то дошел до... Вроде и рыба плещется тут. Тут покидаем. Это то место, где я утку в лед стрелял. Короче, посмотрим, как сегодня тут. Вроде что-то есть. Вон, да, плещется, ребят. Кто-то есть. Вот еще. И тут никто не рыбачил, между прочим. Кто-то, ну, не очень крупный. Ну нет, нормальный. Нормальный. Ух ты! Нормальный был, ребят. Скажу вам. Сперва показалось, что мелкий. Потом, блин, сопротивление такое почувствовал. Опа, есть контакт. Крупный. Ой, еле поднял, блин. Еле поднял. Хороший. Поменял снасть, ребят. Сейчас попробую на поплавок. На блесну вообще не берет. Хотя тут, если тут рыбы нету, значит все, делать тут больше нечего. Это самое козырное место у меня. Мелкий тоже. Мелочь. Есть. Ух ты. Поинтереснее, ребят. Не знаю, сорвется или нет. Ой. Вот это да, гигант. Еле поднял. Это понимаю, хариус так хариус. Ух, какой. Щила такая, блин. Вон он. Ох. Зацепишься, да. В крючок можно зацепиться самому. Ну, вообще, вот. Вот он. Все здоровый. Опачки. Тоже хороший. Тоже отличный. Все здорово. Есть. Тоже крупный. Ничего себе. Вот это да. Мощь. Не знаю. Сорвется? Нет, ребят. Ох. Ну, а тут вообще здоровый. Вот это. Сами видите. Это не елец, ребят.
Там еще всплеск был. Ой, блядь, там коряги. Ну да. Зря сюда пришел. Даже и не пытаюсь туда закинуть. Коряги там. Наверное, под корягом хариус. Ну нет, не вылез. Желтый листопад. Желтый листопад падает листва. Наверное, все, ребят, закончилось. Больше нет. Есть. Свежий опарыш. У меня тоже нормальный. Хороший тоже. Все отличный. Все стандарт. Крупняк. Опять клюет, ребят. Пошла жар. Ак. Да нет. Вот, блин. Или мелкий, или что он там. Опять клюет так. Есть мелкий. Аж проглотил. Ой-ой-ой. Да, ребят. Мелочь. Да, ребята. Все, идем дальше. Сейчас чуть ниже там, вот там еще попробую. А здесь перестал клевать, а мелкие там они мне не нужны. Я если буду брать, конечно же, только крупные. Мелочь на семена оставляем. Все ловить нельзя, все забирать тоже нельзя. Хоть немножко надо оставить. Тонешь, блядь. Ну и еще тут попробую. Там видно будет. Так, кто-то есть. Кто-то клюет. Ой, мелкий.
Вообще мелочь. Даже крючок не может схватить. А нет, ни хрена. Нормальный. Думал мелочь я. Крупный. Вон. Я видел еще меньше. Думал совсем маленький, а тут нормальный. Вот здесь есть рыба. Прям выплыла она. Не знаю, насколько крупные. Вон поклевка. Вот, пошла жара. Вот тот же самый пацанчик. Где мамка, где папка? Тоже тыргон. Не, все одинаковые тут, ребят. Все стандарт. Ой. И перестал. Мелочь. Мелочь. Не хочу такие ловить. Ой, блин. Все запутал. О, есть. Ненормальный вроде. Да. Хороший. Такой жирненький, толстенький. Тропинка бобров. Есть. Опачка, хороший тоже. Долго пришлось ждать, блин. Ну, наконец-то. Опачки. Это здоровьяк, ребята. Ой, блин. Ни камеру включить, ни рыбачить на камера совсем выключена была. Надеюсь, в кадр попал. Вообще зачет. Заканчивая рыбалку. Вот этот омут мне дал 5 или 6 штук хариуса. Ну, осталось еще, конечно же, но не. Вон, смотрите. Видели, как прям в кадр попал, как плещется рыба. Но дальше я не хочу рыбачить. Сейчас поймал, ну, разрядился аккумулятор. Я еще поймал одного хариуса. Ну, сантиметров 20, наверное, было. Я отпустил его. И он с мормышкой упал вот так. Короче, леску я порвал. Вот, мормышка такая. Вот она, эта мормышка. Но, к сожалению, порвалась. Леска. Ну, там тоненькая леска у меня стоит. Поводок такой. Ну и... Но разницы я не вижу. Хоть какая мормышка. Если хариус берет, он не придирчивый. Вот, с фосфором, без фосфора, с точками, с красными, белыми, желтыми, без разницы. Если у него есть жор, он будет на обычный свинец. Одним словом, ребят, даже и не буду я новую мормышку ставить, как сказать, переделывать снасть. Я просто сейчас соберусь и пойду
вдоль реки до ближайшего такого места, где я мог бы сделать костер, во-первых, и почистить рыбу. Такой вот берег нужен хороший, с течением. Здесь грязно как-то, и не очень хороший берег тут. Если посмотреть, тут очень мягко. Посмотрим, где-то может бревно вдоль берега лежит, вдоль воды, возле берега. Возле берега я имею в виду. Вот там и остановимся, и у костра посидим, и я пообедаю тоже. Вот. Чай скипятим, и обед организуем, в общем, отдохнем. И дальше уже пойду. Мне хочется еще побродить. Эта рыба мне хватит. Просто нам хватит. В семье рыбу мало кто ест. Я для интереса сходил, порыбачил немножко, поймал. Все, больше не надо. Просто не надо. Вот. Можно, конечно, еще дальше рыбачить, но не хочу. Не буду. Мне интереснее охота. Сегодня я еще хочу добыть рябчика, если получится. Так что вперед, дальше пойдем. А сейчас я эту снасть, все это я буду убирать. Я не думал, что сегодня столько поймаю. Что-то сперва рыбалка не очень так. Бобры там, короче, перестройку на реке сделали. Вот и все. Коробку со снастями, наверное, я уже показывал. Тут поводок, поплавки, блесны. Обычно у меня второй номер. Самое то. Запасом много всегда с собой ношу. И тут еще вот эти мормышки. Тоже как бы готовые уже с поводком. Вот и все. Больше ничего у меня нету. Больше ничего не надо. Больше ничего не надо. Все достаточно. Опарыш еще. Вместо червя. Так, надо сейчас искать место такое интересное, чтобы с костром посидеть там. Чтобы дровишки под рукой были. Сучья сухие. Тут, в принципе, тоже елка есть, но давайте сходим, посмотрим, может будет где-то интересное. Так, все, спасибо, река. Большое, огромное спасибо, что даешь нам рыбу. До следующего раза. До следующей рыбалки. В следующий раз, наверное, сразу сюда приду, потому что выше там бобры лютуют. Не знаю, это уже в будущем году будет. Я сюда раз в год прихожу.